Длинными зимними вечерами, особенно вдали от городов, время тянется нескончаемо долго. И только интересное занятие и увлечение разнообразит и делает насыщенней повседневную жизнь, заряжает новыми эмоциями, помогает снять накопившийся стресс и расслабиться. Именно такие мысли озвучила одна из героинь нашего сегодняшнего рассказа – Татьяна. Это что, еще одно хобби? Да, я люблю. Это мне очень сильно успокаивает нервы. Очень сильно. Поэтому я люблю мозаикой заниматься. Но сейчас больше рисовать по картинкам. У меня дочь рисует, и я рисую. Так, скажем, успокаиваемся. А чего вы успокаиваетесь? Что вас раздражает? Всякое бывает. Бывает на работе не лады. Бывает как-то где-то с кем-то поссоримся или еще что-нибудь. И всегда нужно обязательно снимать стресс. И это я делаю, рисую картины. А еще снимаю у вас стресс. какое хобби? Вообще, что такое хобби? Хобби – это любимое дело, которое приносит тебе удовольствие, я так думаю. Да. Я в детском доме занималась цветоделием. Ну, потом как-то я занялась мозаикой. Вообще сейчас же в полной доступности, вот в YouTube зайдешь, и можно очень много всего найти там для того, чтобы как-то занять себя в свободное время. Потому что одно и то же, дом, работа как-то надоедает постоянно. А дети-то у меня ребенок есть, Елизавета. И пока она росла, я, так скажем, воспитывалась вместе с ней. Смотрела YouTube, что-то новое для себя открывала, для нее что-то, всегда что-то интересное. Вот. Я воспитывалась до 11 класса. Все мы до 11 класса жили в одной семье до 11 класса. У меня брат выпустился в 94 году и сразу пошел служить. И попал, тогда была война чеченская. Туда его забрали сразу. Потом он был ранен, и его вернули домой. Вот. Я доучилась до 11 класса, выпустилась, поступила в музыкальное училище, где успешно проучилась только 1 год. Решила, что все-таки надо высшее образование мне. И решила, что буду работать и учиться. Поэтому вернулась в свою Уснеру родную, пришла на работу в администрацию и поступила заочно в педагогический институт. Вот. Училась и работала. Общаетесь со своими попечителями? Кто они? Трифоновы. Анатолий Георгиевич и Октябрина Егоровна. Они вторые родители, я их называю. Они с самого детства нас всегда были рядом с нами. И в праздники, и в будни к нам приходили. У них дочка Оля с нами была, и сын Гоша, с которым мы до сих пор общаемся. Ну вот мы были в детском доме, когда росли, у нас вся семья музыкальная, вся. У меня Вова был в музыкальной школе, Наташа музыкальную школу закончила, Женя тоже, все закончили музыкальную школу. Мы все закончили по классу фортепиано, а Вова по классу трубы закончил. Мы все поем. Нас Бог одарил слухом и голосом, поэтому мы поем. В детском доме мы пели в ансамбле. Песня – это, наверное, не хобби, это отдушина какая-то просто. Какая-то, я не знаю. Иногда бывает, что это просто, может быть, даже какой-то крик души. Очень хочется прям иногда завыть, не просто запеть, завыть бывает. Но попоешь, когда включишь, попоешь сам себе вообще, и все сразу проходит и становится на свои места. Все прям как надо, как и должно быть, собственно. У меня еще спорт. Я хожу в спорткомплекс. Очень нравится мне ходить. И это, между прочим, приводит мысли в порядок. Очень бывает времени нету намного на обдумывание всякие. И вот когда ходишь, ты очень много думаешь. Поэтому я хожу. И я хожу в театр. А когда приходишь в театр, там же и другие люди, и другие роли. Ты перевоплощаешься, совершенно другим человеком становишься. Очень-очень интересно. У вас есть желание? Чего-нибудь хотите? Мне хотелось бы только одного. Чтобы все были здоровые,
Потому что здоровье сейчас с нашей экологией, со со всеми стрессами не очень у каждого. Поэтому я хочу, чтобы все были здоровы. В принципе, лично для меня мне ничего не надо. У меня все есть, всего достатки. Хочу очень, чтобы дочь поступила, закончила, у меня сдала ЕГЭ, поступила туда, куда она желает. Тогда я буду спокойна. Наверное. Это мне так кажется, что я буду спокойна. Будет новая причина для волнения какая-нибудь. Следующая героиня нашего рассказа – Виктория. Это с ее легкой руки совершенно разные и очень загруженные работой и домашними делами женщины сначала объединились для общего дела, а затем и просто подружились. О себе Виктория рассказывает просто. Вообще я местная. Я родилась в поселке Уснера. Тогда это еще была Якутская СССР. Жили мы на Маршальском. Потом, когда село закрывали, поселения вот эти маленькие, мы переехали сюда, в поселок Уснеру, а потом мы уехали жить в Магадан. В 2012 году я вернулась сюда обратно. Я работала в Доме культуры «Металлург» 7 лет. Работала я художественным руководителем, была лидером молодежи поселка Уснера. Наверное, как год я уже сложила полномочия лидера, и все равно по сей день, я помогаю, подсказываю, выполняю, когда просят. В 2021 году, когда начался ковид, мы очень хорошо отработали как волонтеры. У меня даже где-то грамота есть от президента Российской Федерации. В 2023 году я уволилась с Дома культуры и пошла работать в муниципальную службу, пошла работать в отдел опеки. Помимо того, что я работаю на 2 работах, у меня большая семья, 4 детей, я еще хожу в спорткомплекс. Иногда, правда, когда позволяет время, но тем не менее я стараюсь это делать и хожу в музыкальную школу на класс скрипки. Почему именно на скрипку? У меня больная мечта с детства. Я, когда ездила, путешествовала, это, наверное, не с детства, это уже, наверное, была юность, я ездила, путешествовала, и я всегда вдохновлялась уличными музыкантами. Я думала, вот сейчас я закончу школу, обязательно пойду отучусь на каком-нибудь музыкальном инструменте и буду уличным музыкантом. Вы знаете, эта идея не покидает меня по сей день. Как складывается ваш день? Я утром встаю, у меня подъем в 5 часов утра, 5:15, может быть, иногда я могу шикануть целых 5:30 и принять душ, всех собрать, всех накормить, проводить. И все, малыша как под бок, быстренько его в садик и побежал на работу. В обед я не обедаю, потому что у меня духовная пища, потому что мы всегда стараемся в обеденный перерыв заниматься в Доме культуры. Вот так. Потом снова мы бежим на работу. Вечером у нас часовые занятия, либо это музыкальная школа, либо просто работа. После этого бежим еще на работу. Прихожу я домой часов 9-10. Быстренько всех помыл, всем вещи на завтра погладил и быстренько уснул, потому что надо выспаться. Как-то так я уже привыкла. К сожалению, по-другому я не могу. Я не могу лечь и лежать целый день на кровати, вальяжно думать, что ой, да не, завтра это все сделаю. Нет, у меня так не прокатит это в любом случае, потому что я знаю, что мне надо встать и куда-то бежать. А что значит в вашей жизни песня? Песня? Я не скажу, что это мой смысл жизни. Нет, смысл жизни у меня — это мои дети. Это, наверное, мой ритм жизни. Я вот так скажу, потому что без нее я уже как-то, если я не занимаюсь песней, то есть я потеряла какую-то частичку себя. То есть мне уже неуютно, мне некомфортно. У меня нету вот этой вот движухи, так скажем, жизненной, у меня все. А когда мы приходим в Дом культуры, у меня глаза такие раз, горят, и вот я уже настолько привыкла, что это вот прям мой ритм. Без этого, мне кажется, я очень быстро угасну, так затухну, наверное, и начну сильно горбиться.
Вот. Это мое такое предположение. Ну, не знаю, по крайней мере, без песни я себя не вижу, не ощущаю. Вот так. Если Татьяна и Виктория местные жительницы, то семья Муратовых приехали в Неру не так давно, в 2015 году из Тольятти. В семье 4 детей, 3 родились уже в Осьмиконье. Семья очень дружная, все привыкли делать вместе. И Анна, и муж Олег – актеры Народного театра. Любят фотографировать, особенно детей. Анна поет в группе и учится в музыкальной школе. Юрист по образованию, Анна год назад пришла работать в отдел опеки и попечительства Аймиконского района. И уже в этом году в республиканском конкурсе профессионального мастерства среди специалистов органов опеки она заняла почетное 2 место. Анна всегда в гуще событий и в работе, и дома, и на сцене. Семья поддерживает ее во всем, а про группу «Левитан» знает все. Расшифровывается как Ле – это Лена, Та – это Таня. Нет. Ле – это Лена, Ви – это Вика, Та – это Таня, Ан – это Аня. Хороший репертуар, хороший артист. Артисты. Что ты хочешь пожелать группе «Левитан»? Добра, успехов, благополучия. И, пожалуй, самая известная для населения – Елена Сапегина. Во-первых, выросла в поселке и с детства была активисткой. Потом по роду работы она заместитель руководителя районного управления финансов. Не раз баллотировалась в местное самоуправление. Ну да, всегда такая была активная, но у меня синдром отличника же. Я как-то, не знаю, родители с самого детства, вот ты должна там быть лучшей, потому что они были учителя, и, значит, в первую очередь первой попадала всегда мне, потому что как бы я всегда на виду была, да, потому что, не дай бог, там где-то 2 сбежали с урока, про меня уже знали все, вот. Другим детям было проще. Я помню, сочинение писала, кем бы вы хотели, чтобы были ваши родители. И я тогда написала кем угодно, только не учителями. Вот. И вот этот синдром отличника ты пронесла через всю жизнь? Да, получается так. Вот у меня, не знаю, хорошо это или плохо, но для меня это как болезнь, правда. Мне даже дети мои говорят: мама, у тебя синдром отличника. Вот мне надо всегда сделать так, чтобы это было очень хорошо. Не просто выполнить какую-то работу, лишь бы выполнить. Я всегда копаю до сути, до глубины, чтобы это все было четко, здорово и хорошо. Очень люблю читать, но, к сожалению, у меня просто катастрофически времени не хватает в сутках. Наверное, надо еще часов 10, чтобы мне была возможность, чтобы почитать. Я обычно это делаю в отпуске. Я еду, когда в отпуск, я очень много читаю. У меня дочь филолог, и она все время мне подсовывает интересные книги. Те, которые я не читала. Что еще люблю? Я очень люблю заниматься вот с компьютером в плане графики, видеомонтажа. Мне нравится вот именно создавать что-то. Вот. То есть творчество мне очень нравится, оно близко мне по духу. Именно как-то реализовывать себя в творчестве. Видимо, это связано с тем, что работа у меня очень такая строгая, сухая, цифры, там нельзя ошибиться, там нужно все четко, чтобы было. Вот поэтому, видимо, разрядка для меня вот в творчестве. Ну и спорт люблю очень, всегда занималась спортом в школе, плаванием, баскетболом. Ну, к сожалению, плаванием сейчас не позанимаешься, а вот баскетбол стараюсь 2 раза в неделю посещать секцию. Что для вас песня? Песня – это какая-то целая жизнь. Вот одна песня – это жизнь. Вот мы всегда с девчонками стараемся песню обыграть каким-то образом, чтобы она несла под собой какой-то смысл. То
То есть каждая песня – это небольшой спектакль. Это что-то, что мы вот хотим от себя привнести вот в этот мир, что-то этим показать, что-то сказать людям именно песней. То есть, Спорт, работа, пение, театр, нет? да. Театр, да? Музыкальная школа. Да? Вот как вообще вы планируете, как вы это успеваете? А знаете, когда-то тоже в школе у нас был режим дня. Вот у меня на стенке висел режим дня. И мне всегда говорили, что чем больше ты занят, тем больше у тебя свободного времени. То есть когда ты умеешь этим временем располагать, тогда у тебя и хватит на все остальное время. То есть и на отдых, и на работу, и на развлечения какие-то, и что-то даже руками собственными смастерить и так далее. Вот режим дня, да, вот как-то планировать. Я всегда люблю планировать. Я вообще человек такой плановый. Из тех времен плановой экономики, да, я человек вот плана. Я себе даже на работе всегда прихожу и пишу 1, 2, 3, 4. Вот это я должна выполнить. А муж как относится к вашему ритму жизни? Муж меня поддерживает. Вы знаете, не было еще никогда такой ситуации, чтобы он сказал: нет, ты этого делать не будешь, ты туда не пойдешь, или ты там... Ты ужин не успела? Да, у нас такого нет, таких проблем. То есть, если ужина у меня нет, он сам встанет и приготовит. На крайняк может пойти купить пельмени. То есть у нас нет проблем с этим, и он всегда с пониманием, с большим относится к моим увлечениям. Он творческий. Он играл когда-то в молодости на ударниках. Не знаю, видимо, это у нас семейное. Что я тоже пошла на ударники учиться, понимает. Вообще, да, человек сам по себе творческий. Может и станцевать, если нужно. В общем, как у нас. И в Артек вас свозить. И в Артек свозить, и там слайды нам покрутить, запустить, все проверить. И надо, он у нас и в каких-то небольших песнях-сценках участвовал сам лично тоже. Так что у него выбора просто нет. Так и получилось, что, объединившись однажды для участия в конкурсе, они решили сохранить вокальную группу, назвали ее «Левитан», составляющая из их имен, и приступили к подбору репертуара и репетициям. Мы любим встречаться, мы любим репетировать, мы любим сделать что-то новое, потому что мы сами по себе такие патриоты нашей Родины и, наверное, воспитанные в таком духе. Поэтому у нас более такие патриотичные песни. И любим хорошие песни, в которых есть смысл, которые жизнеутверждающие, так могу сказать. Сегодня группу знают не только в райцентре. Недавно пригласили выступить на сцене Дома культуры поселка Артек. Посмеялись, вот и гастроли. И поехали. Пока за 130 километров. Репетировать, где-то выступать, придумывать что-то новое – это уже потребность. Что-то хочется сделать такое интересное, чтобы людям понравилось, что-то донести до людей. Поэтому, скорее всего, что это внутренняя потребность, хочется что-то показать, как говорится, на людей посмотреть, себя показать, но в то же время донести какую-то мудрость, донести что-то положительное. Нас пригласил поселок Артек с концертом, так как у них раньше была автобаза. День водителя для них является таким очень сильным, хорошим праздником. Они нас пригласили, мы выступили. Уже много лет в Аймяконском районе проходит ежегодный вокальный конкурс «Аймяконские звезды». В этом году для раскрытия заданной темы группа «Левитан» выбрали совершенно новую песню. Тот, кто смел, тот и волен, только вольный все
награда «Приз зрительских симпатий» говорит сама за себя. Весной этого года группа «Левитан» отметила свою первую пятилетку. В репертуаре группы более полусотни патриотических песен. Женщины настроены продолжать свое музыкальное образование, совершенствовать исполнение, выступать на праздниках и мероприятиях. Они открыли нам секрет. Их увлечение не отнимает время, а дает. Знаете, я тут опять скажу, наверное, не своими словами. Кто хочет, тот ищет возможность. Кто не хочет, тот ищет причину. Поэтому ищите возможность, а не причину. И тогда все получится, и на все хватит времени.